В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Отчетно-программный форум «Есть результат» состоялся в городе Нюрба. В работе форума приняли участие делегаты из 6 районов Западной Якутии. Представительница Якутии вышла в финал престижной премии «Служение». Ее проект вошел в топ-110 из более чем 63 тысяч заявок со всей России. В Намском Улусе прошли третьи республиканские соревнования на Кубок Министерства образования и науки республики по гонкам дронов. Мероприятие, собравшее школьников и студентов из 12 районов и Якутска. Заметенный зимник в Кобяйском районе расчищен дорожниками. Движение разрешено с 1 апреля для всех видов автотранспорта с общим весом до 10 тонн. Безопасный проезд обеспечен по зимнику Калицы-Сангар на участке с 258 по 278 километр автомобильной дороги Кобяй. В весеннее межсезонье на маршруте Якутск-Нижний Бестях планируют задействовать до 30 судов на воздушной подушке и роботы «Тайфун». По словам министра транспорта Якутии Владимира Сивцева, для пассажиров уже подготовлены теплые терминалы. А в дальнейшем планируется повышать безопасность и доступность поездок. Перевозки на воздушных подушках также будут организованы и на других переправах республики. «Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в западной группе районов. Третий зональный отчетно-программный форум «Есть результат» состоялся в городе Нюрба. В работе форума приняли участие делегаты из 6 районов Западной Якутии – Ленского, Мирнинского, Сунтарского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. В каждом районе Западной Якутии свои результаты пятилетней работы народной программы. Есть что обсудить и на будущее. Здесь были озвучены и обсуждались новые предложения для включения в новый программный документ «Единой России» народную программу 2.0. Об этом не только говорили на пленарной части форума. Также более детально обсудили планы на будущее. Наметили планы, наметили предложения в народную программу 2.0, с которой партия пойдет на осенние выборы. Но эта работа продолжается. У нас работает сайт, называется «Есть результат», где любой житель нашей республики может внести свое предложение, свое видение, как должен развиваться его родной поселок, наследие, город, улус и республика в целом. В рамках форума прошли круглые столы по ключевым федеральным партийным проектам, в которых были обсуждены насущные проблемы, внесены предложения от жителей района. Я благодарен жителям Нюрбинского района и тем, кто приехал сюда из других улусов, что они на этой площадке очень активно себя проявили. И мне кажется, и мы с Дмитрием Дмитриевичем остались довольны, и сами люди, что получили ответы на волнующие их темы. Одна из сквозных тем форума – поддержка участников СВО и членов их семей. Большой раздел народной программы посвящен помощи бойцам и их близким. Якутию справедливо называют землей героев. По инициативе главы республики Айсена Николаева и партии «Единая Россия» разработано и принято 44 региональных и 9 муниципальных мер поддержки участников СВО и их близких. Гуманитарная помощь от республики поступает постоянно. Это на самом деле сохраняет жизнь наших ребят, потому что к нашим ребятам относятся как к кормильцам. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех людей, волонтеров, жителей республики, глав населенных пунктов, глав районов за их работу, постоянную, неустанную, для того, чтобы у нас наша победа общая на всех, была максимально ближе. И, конечно же, для того, чтобы наши ребята чувствовали поддержку и чувствовали, за что они воюют на сегодняшний день. Открытый диалог позволяет определять реальные приоритеты, ключевые запросы жителей, которые предстоит решить в ближайшие 5 лет. Это еще раз доказывает, что настоящие решения рождаются в живом, открытом общении, продуктивном диалоге и дискуссиях. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. В Горном Улусе торжественно открылась декада, посвященная 75-летию со дня рождения выдающегося ученого и государственного деятеля Василия Васильевича Филиппова. Программа мероприятий, которая продлится с 24 марта по 7 апреля, включает улусные республиканские события для школьников, ученых и общественности. Старт декады отметили торжественно линейкой в гимназии имени
Филиппова, экскурсиями в школьном музее и тематическими классными часами разговоры о важном. Мероприятия направлены на увековечивание памяти о выдающемся деятеле, а также на патриотическое воспитание молодежи и популяризацию науки. Нам очень приятно, что огонь в глазах гимназистов не гаснет. Педсостав, значит, всегда на высоте, очень готовится к этому мероприятию. И мы наблюдаем за вами, нас очень радуют ваши успехи. Все, что сейчас вот мы делаем, это же инвестиции в развитие наших детей. Вот это самые окупаемые, самые благородные инвестиции во всем мире. Поэтому эти дети потом вырастут, вот, станут истинными гражданами, патриотами своего улуса, республики, страны, вот, и будут приносить огромную пользу как образованные и просвещенные люди. Всероссийское признание и шанс заявить о себе на всю страну. Представительница Якутии вышла в финал престижной премии служения. В числе лучших заместитель начальника управления социальной политики администрации Мирнинского района Аида Трифонова. Ее проект вошел в топ-110 из более чем 63 тысяч заявок со всей России. Подробнее в следующем материале. В финал вышли 110 проектов. Среди них инициатива Аиды Трифоновой «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Проект направлен на укрепление института семьи, поддержку родителей и создание комфортной социальной среды в Мирнинском районе. Я патриот своего любимого города Мирный. Это один из самых уютных и зеленых городов нашей республики. Я очень мечтаю о том, чтобы через 10 лет здесь рождались новые семьи, новые обеспеченные семьи, счастливые дети, чтобы наша компания «Алроса» процветала, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Премия «Служение» – награда федерального уровня, которая отмечает людей дела, тех, чья работа напрямую влияет на качество жизни и развитие территорий. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. Именно они обеспечивают прозрачный отбор, экспертную оценку и продвижение лучших муниципальных практик по всей стране. Это значит воспринимать боль и проблемы людей как свои собственные и стараться сделать все возможное и невозможное для решения проблемы 24 часа в сутки. И социальная работа – это работа не для равнодушных людей, потому что ты должен уметь слушать людей, слышать, сделать целенаправленный план и действовать, выполнить этот план. Финалисты премии представляют проекты в самых разных направлениях. От комплексного развития территорий до поддержки участников СВО и их семей, развития диалога власти и жителей, а также укрепления межнационального согласия. Победителя определит народное голосование. Отдать свой голос за Аиду Трифонову можно на портале госуслуг. Поддержка жителей – важный шаг к победе и признанию лучших инициатив страны. Лилия Бурцева, Якутск, Мирный. В Намском Улусе прошли третьи республиканские соревнования на Кубок Министерства образования и науки Республики по гонкам дронов. Мероприятие, собравшее школьников и студентов из 12 районов Якутска, впервые было организовано в сельской местности на базе Намской школы номер 1 имени Ивана Гаврилева. Участники состязались в 3 дисциплинах – управление на виртуальном техническом симуляторе, а также в реальных гонках дронов. По итогам соревнований победу одержала команда Арктической школы. Это город Якутск. Второе место заняла Намская школа номер 1, а третья – Саха-политехническая школа. Ребята, которые готовились, которые целеустремленно занимались в течение этого года, да, и приехали сюда и, соответственно, показали хороший результат. Я участвовал во всех сегодняшних этапах, и на 130-х дронах, и на симуляторе, и скоро буду на 75 мм летать. Очень сильные ребята, они прям очень хорошо летают, особенно те, кто с Якутска, потому что тут прям упор прям видно делают. Это у меня первая такая поездка в Якутск, конкретно в поселок Намцы, то есть для меня это такой первый опыт такой интересный.
Игру «Зорница» можно назвать традиционной. Ранее она проходила ежегодно. С 2024 года игра получила перезагрузку, получив статус «Зорница 2.0». Муниципальные этапы проходят весной. Организаторами выступают движения первых и юнармия. Подробности об этом далее. Выступлениями старших групп завершился муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Ну, это патриотическое воспитание, во-первых. Это чувство команды, чувство плеча друг друга. Чеканный шаг, выправка – эти качества старшеклассники продемонстрировали на этапе строевой подготовки. Кажущаяся легкость требует основательной готовности и единства каждого в команде. Что самое сложное? Мне кажется, все-таки строевая подготовка. Долго готовили, чтобы вот так вот едино вместе всем пройти? Ну, было трудно, конечно, но да, долговато. Подготовка решает, вот сколько вы готовитесь, ну так и выступите. В принципе, если у вас все получается, если вы много тренируетесь, много репетиций, то у вас все получится, это не трудно на самом деле. Чуть позже этапы физической подготовки. За определенное время необходимо пройти 10 этапов. Это сложно. Тем не менее, ребята готовы. Я считаю, что это дело очень хорошее. Я провел аналогию с тем, что было раньше. Раньше была начальная военная подготовка. И сейчас вот эта игра, она очень во многом перекликается с той учебной дисциплиной, которая была обязательной в учебном плане того времени. В качестве главного судьи впервые молодой сотрудник Росгвардии Ева Филиппова. Кстати, ранее Ева была членом военно-патриотического отряда «Альфа». Я практически все школьное время была в военно-патриотическом клубе, и данный клуб, он мне открыл дальнейший мой путь. Я поступила в юридический, сейчас работаю во вневедомственной охране, и вот так вот путь у меня сложился, и я считаю, что это вообще неплохо, и я на своем месте. Победить – это круто, но для остальных это стимул к работе. Успеха может добиться каждый. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все актуальные новости. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте телеканала Якутия 24 и социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.